От рюкзака, наверное, 15 метров, наверное, только успел прошагать, и все. И с обзора уже нету его. Не знаю, когда он успел, уже взлетел и улетел. Ладно. Короче, улетела птица. Ну ничего. Ладно. В другой раз увидимся. Молодой лес уже выходит тут. Сплошняком тут хороший лес тоже выходит. Сосны и елки. Берез не так много. Категорически не пускает тулан айда. Смотри. Приближаюсь. Злая такая айда. К рюкзаку не подпускает. Ну-ка, надо идти. Ну, смотри. Сейчас драка будет у них. Не лезь. Не лезь в чужой огород. Не лезь, это не твой трофей. Айда там работает, всех поднимает подряд. Айда. Видели? Тулана вообще не подпускает. Ну все, успокойте. Этот хитрый тоже. Так, ну ладно. Пускай спорят. Пускай спорят. А нам работать надо. Айда. Охраняешь? Давай охраняй. Везде какашки у медведя. Тоже черничный, это лесный, значит чернику он ел. Чернику ел. А здесь возле вырубки ягоды, вон, смотрите, брусники много. Брусника есть тут. Конечно, чуть-чуть далековато от избы. С удовольствием я бы пришел сюда. И здесь, я уверен, можно собрать бруснику. Смотрите, какая она здесь. Тоже спелая, сочная. Возле старых, на старых вырубках, возле пеньков они, ну уже еще полмесяца и вообще уже переспелая будет. Ай, вкусная она, блин. С молоком вообще только в путь можно кушать. Осенью охотники возвращаются, спелую бруснику привозят домой. Этот дичь боровую в основном. И на каждом столе этот-то нервничает айда. Да, нервничает. Не подпускает тулана. Ну все, успокойся. Злой. Злая. И когда щенками. Ну все. Вот медведь так же и напугал меня в прошлом году. Отогнал меня от своего трофея. От своей падалины. Ну-ка, успокойся. Шум еще будешь делать. Ну все, хватит, шабаш. Иду оттуда. Пришлось обойти. Он там новый зачес сделал. Вот старые зачесы. По путику вон как
навалило. Тут, в общем, полоса такая прошла. Ураган. Сколько деревьев. Оттуда оно началось и пошло-поехало вот здесь, до сюда. Стена леса, в общем, свалилась все. Такие крупные, здоровые деревья. Видно, с корнем все повалило. Не сломало ничего. Вот так. Сколько деревьев. Сколько деревьев. Я даже не знаю, куда дальше идти, блин. Что-то... А, вон зачес мой. Видели? Вот зачес. Там тропинка у меня была. Вот здесь проходил. Пришлось обходить. И сейчас уже как-нибудь по новому месту сделаю. Но обойду этот уголок. Что видно, все это завалило тут. Здесь 10 кубов, не меньше, свалилось с деревьев. А на пеньке там какие-то грибы на елке. Это второй случай, когда я вижу такое. Позапрошлом году нам тоже снимал уже видео. Так аккуратно все вырастает, там зарастает грибками. Вот так. Ну зато мелким зверькам прятаться от хищников есть куда. Скажем, зайцу или еще. Но ни одного зайца. Я уже не помню, как выглядит заяц. Потому что вообще у нас нету ни одного зайца, понимаете? Все исчезло. Не знаю, когда-то будет или нет. Раньше на петли ловили и стреляли. Без зайца на охоте не было такого, чтобы зайца не добывать. А сейчас нету ни одной тропинки, ни одного разу собака не поднимет. Нету, вообще нету их. Вот, как и говорил, по ельнику. Сейчас уже где-то с километра, наверное, осталось. Там просека будет и буду спускаться уже к речке. Гиблое место тут. Прям как-то жутковато на это смотришь и неприятно, никакого настроения нету. Когда идешь по таким местам. Где-то 200 метров, наверное, полоса. Иду потихоньку и главное по самому путику, по самому хорошему месту. И обычно рябчики тут водятся. Что-то айда там Залаева. Вон какие корни тут. Смотрите, ребят. Видели? Как повалило тут. С корнями дерева свалилась. С корнями дерева свалилась вон. И у елки корни как поверхностные тут. У сосны они вниз идут, а у елки поверхностные. Из-за этого такие вот получается, ну как сказать, ну сами поняли. Вот это да, двухэтажный дом. С высотой двухэтажный дом тут, ребят. Видели? Вот это мощь. Вот это мощь и сила. Ну не знаю, на видео может как-то по-другому будет выглядеть эта красота. Но не поверите, какой высоты он. Очень огромный. Вдвоем можно было бы сфотографироваться, а одному как-то на этом пейзаже другой раз. Сегодня некогда. И дальше идет. Хоть у меня зачес как-то вправее, сейчас он вправо пойдет. И уже к просека он. Думаю, еще дальше там такая полоса вообще. Как будто волок. Волок как будто прорубили тут. А это пришла. Тулан тоже. Тулан возле меня в основном. Айда. Чего, кого там лаяло, интересно. Сел, ребята, я отдохнуть. Прошел я тот валежник. Вот это там наваляло.
где-то с полкилометра. И ельники там, сосняк еще. Сосняк также наваляла. И думаю, у меня там бураница проходит к избушке. Я уже чуть ниже избы по течению, если по реке. И бураница там проходит. Придется, думаю, пилить там. Будь здоров. Когда буду, если подниматься на бураницу. Сейчас попьем чай. В плаще неудобно, шуршит и неприятно. Как-то, как будто мешает. Как будто мешает. Сейчас надо уйди. Не обижу, всем дам. Ой, сырок-то открылся, плавленый сыр. Вот такой обед у нас, ребят. Дофига уже прошли. Чавкает. Молчон. Чавкаешь. Ну, канле, уйди. На. Все, хватит. Шабаш. Мне ведь тоже надо покушать. Вот так. Всем по-братски. Им хлеб, мне хлеб. Да. Не заработал ты еще сегодня. Вообще-то. Айда молодец, хоть работает, куда-то ходит. А Тулан второй день, третий день уже. По путикам ходим, бездельничает. Тут для вас перекус. А дома уже будем нормально накормлю. Вчера кашу сварил для них и пачковый суп еще туда закинул. Для вкуса что-то, только если крупу сварю, неохотно едят. Жалкими лицами смотрят, а? А вот не дам. Пиццеревые. Да. Что? Нету больше. А будут еще? Были. А я. Молчун вообще. Лиса. Пока не залаешь, будешь молчуном. Вот так. Сейчас будем идти к речке. Где-то 1,5 километра, наверное. Пока плащ не сниму. Потому что тут трава, болото, трава, валежники и роса еще. Так-то дождя нету, но роса есть. И пока не буду снимать. А возле речки уже надоело этот шорох, я сниму. Все, отдыхаем и дальше пойдем. Да? Отдыхаем и дальше пойдем. Ребят, вышли мы на речку. Мы уже возле реки. Поднимаемся по берегу. Вверх по течению, можно сказать.
Айда тут, тулан тоже здесь. Иду тихо, спокойно, в надежде увидеть, заснять хотя бы одного лося, посмотреть, какая реакция у тулана будет. Но здесь, сколько я прошел уже, пока свежих следов ничего не было. Там, похоже, выдра этой ночью выходила. О, свежие следы. Отмечает. Где отметина до туда вода поднимется. Выдры знают. Отдохнем пару минут и дальше пойдем. Птицы еще. Летние птицы вовсю даже не думают улетать на юга, потому что тепло на улице. Кусты черемых и все тут. Кормовая база хорошая у лосей. Но в этой стороне, видно, не держатся они. Не знаю. Ни одного зачеса таких проверок лосиных ничего нет. Не знаю, сколько километров мне осталось. Не могу сказать. Ну, километра 3, наверное, от силы. Более по прямой тропе. У меня зачесы. И некоторые повороты у меня прямо идет путик. Вон зачес тоже старенький уже. Вот так. Что-то рыба не плещется. Сейчас уже из ручьев не плотва, а ельцы уже вышли. И сейчас уже сплавляются они на большую реку. Здесь не остается. Здесь зимой их нету. Обычно иногда бывает, видишь, как они там кормятся. Идет там корм для них по речке там. Любят они этот. Вот листья. На листья там нападают. Что-то там они какую-то еду находят, видимо, в этих листьях. Вон там небольшой маленький всплеск. Но это уже елец. Так, ну что, пойдем дальше. Ветер стих, дождя нету. В общем, погода вроде как нормально пока. Помните, ребята, мы на рыбалку сюда приезжали. И на каждом кусте там рябина, ягоды рябины были. И сейчас вот сколько уже шагаю я возле реки. И тут рябины, и кругом кусты рябины, и ни одной ягоды. Не знаю, или птицы съели, или же, как-то выпали они, как-то и такие кустики, только веточки, а таких кустиков нету, где вот ягоды были. Если птицы клюют, там кустики остаются, а тут даже и кустиков нету, непонятно, не могу, вот тоже мысли в голове не приходят, почему вот так. И чага, ну, фанаты этих чаги. Чаги у нас много. Почти, бывает, там участок попадет вон. Чаги, раз, два. Ну, так, особо я не такой любитель. Какому организму он подойдет, ребят? Может, давление подскочить, еще какие-то проблемы могут быть. Это не надо верить, что вот помогает от всяких болезней. Это фигня они говорят. Ерунда полная. Это на каждый организм, каждый продукт по-разному даже может кому-то чем-то поможет, а кому-то наоборот. Так что пробуйте, пейте. Она вкусная, на вкус мне очень даже нравится.
давно уже не заваривал. А так, я не фанат. Я не фанат чагина. Иван-чай также мне не нравится. Вот прям возле этого. Вон. Вот, смотрите, какой огромный. Вон. Мне как-то писали тоже, ну, в комментариях. Не в комментариях, а в личных сообщениях. Там сколько их, этих чаг. Говорит, принимаем, собирай, Олег. Ну, если это тоже занятием этим заниматься, чаги-то много, но их надо тоже... Вот какой. Вот по, ну, сравнением, ну, чуть меньше буханки хлеба. А вес здесь 3 килограмма. 2,5 точно есть. Так что таскать, чтобы сдавать, не знаю. Этот кусок, наверное, возьму я. Он столько еще останется. Возьму, да. Посушу. Вот это надо вычистить все. Вычистить. И уйди, Тулан, уйди. И после сушки вот надо заваривать. Вот это коричневое. Ну-ка. Айда. Айда, бьет Тулана. Обижает тебя. Обижает это тебе, да? Не надо лезть на рожон. Вот, короче. Вот. Ну, в принципе, это видео, там куча видео про эти чаги. А вот это как бы шлак. Это уже надо убирать. Это этот участок, вот этот. А остается только вот такой коричневый. Вы видели, какой коричневый? Вот. Вот это уже съедобное, можно сказать. Высушить и мелко порубить такие, ну, такие кусочки, как рафинированный сахар. И заваривать. Можно попить. От этого ничего такого страшного не будет, но я еще раз повторяюсь, кому как этот подойдет. Может давление подскочить, может наоборот упасть, может еще. Ну, пробуйте. Нормально. Вкусная чага. Я лично люблю. Так, за этот поход 4-й рябчик вон. Вот, видели? Кто-то здесь перекусил рябчиком. Вон. Перья. Это молодых рябчиков кто-то давит. Может, куница или сама погибла. Хрен его знает. Но уже 4-й случай. Вчера видели одного. Позавчера также. Все время находим вот такие перья. Но у рябчиков, не у крупной дичи. Айда, нюхтишь. До нас уже тут пировали. Да. Не успели, опоздали. Я, ребята, уже на СБ вернулись. Уже занимаюсь ерундой. Вычищаю чагу. Вот этой желтой штучки надо. Все это надо убрать. Осталась только темная сторона. Получается как труха. Вот это как труха. Даже и запаха особого нету. Годная часть там вообще мало, где-то сантиметр-два, наверное, такой слой.
И это принимают вроде чищенное и не чищенное, все. Разная цена только. Я это высушу и в избушку оставлю. Может кто-то из спутников придет там, попьет. Можно гостиниц домой отвезти, в принципе. Никита пусть попробует, наверное, еще никогда и не пробовал. Вот сколько трухи, вот, смотрите. Вообще не остается там, блядь, насквозь уже прошел. Или такой попался мне. Бывает потолще слой такой чаги годной. А здесь одна труха. Да. Ну вот небольшой слой такой, более-менее. Вот так и обрабатываем чагу. В принципе, вот что осталось. Какой большой был и сейчас какой остался. И это надо высушить еще. Над печкой куда-нибудь повешу и пускай там висит, сохнет. А как высохнет, она очень твердая становится. Ну все, это уже... Вот это здесь еще, блин, насквозь там труха. Вот, вроде как все. Все, это я буду сушить. Вот так. Еще немножко осталось, там небольшой слой, но это уже трогать не буду, это в принципе нормально. Ничего страшного. Там уже все равно основное темного цвета уже идет. Да. Вот этот кусок вообще нормальный. Вот здесь. И этот, я думаю, тоже. Да. Да, тут сплошная чага вон. Вот эти два куска. А это как-то трухлявая слишком. Да. Вот эти два нормально. Ну все, ребят, смотрите. Это готовая чага к употреблению. Можно сейчас высушить и заваривать чай. На мелкие кусочки такие вот, скажем, вот такие кусочки сломаешь там и в заварку штук 10 таких в заварочный чайник накидаешь вот таких 10 кусков и завариваешь, потом завариваешь
И на печку, вот, скажем, на русскую печку в теплоте, чтобы там томилась она вообще. Или в термосе можно тоже. А она не так сразу, вот ты заварил как чай, и через 10 минут ты уже пьешь. Нет. Надо, чтобы протомилась там в тепле, в теплой. Ну, это у нас так, в русской печке там окошечко есть, чтобы варежки сушить. Еще делали такие окошечки. И туда вот заварочный чайник ставишь, и до утра там стоит, а уже утром пили чай в этот чагу. Вот так. В общем, все показал. Чагу.